Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Буквально на днях со 2 по 3 марта в городе Якутске состоится ежегодный гражданский форум 2023 «Человек труда. Новые вызовы и возможности», посвященный Году труда в республике. О проведении форума, целях, задачах и итоговых ожиданиях нам расскажет Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А с какой целью проводится данный форум? Тем более он проводится уже 18-й раз, гражданский форум 2023. Форум всегда служит такой уникальной площадкой, где мы объединяем всю общественность Якутии. Мы собираем бизнес-сообщество, представителей муниципальной власти, общественности и государственной власти. В этом году, естественно, форум будет посвящен Году труда, который у нас обозначен в этом году. И плюс будут отдельные площадки, которые связаны с наиболее злободневными вопросами для жителей Якутии. И отдельно будет слет матерей Якутии. Какие задачи в этом году ставит перед собой форум? В этом году задачи очень такие амбициозные. У нас есть задачи, собственно, по тому, как повысить престиж трудовых династий, трудовых профессий. Есть задачи по популяризации национального производства в контексте импортозамещения. И есть отдельные задачи, естественно, по реализации стратегии женщин, которая у нас на 10 лет принята. И также есть определенные задачи, которые связаны с развитием некоммерческого сектора. И также у нас отдельно поставлен план непосредственно по тому, как сделать жизнь в селе именно в арктической зоне более комфортной. А какие особенности нынешнего форума можете отметить? Ну, особенности нынешнего форума в том, что у нас будет отдельно слет матерей, как я уже обозначил. Это новое направление, собственно, для форума. Каждый год мы обозначаем определенные интересные площадки. Плюс у нас еще отдельно будет, мы пробуем новые форматы, и поэтому будут отдельно, например, форматы, которые связаны с, например, в некоммерческом секторе предзащита проектов, которые люди подают на грант. У нас будет организовано министерством. Так что у тех, у кого есть уже готовые задумки, проекты, смогут подойти, показать, и мы их оценим. Или скажем, что надо доработать. А в каком формате будет проводиться данный форум? Форум будет проводиться в очном формате. Площадки все на сайте Общественной палаты уже указаны. Это основные три площадки: Общественная палата, ДК Кулаковского и Ленина-1. Собственно, естественно, будет возможность онлайн-подключения, но мы всегда ратуем за то, чтобы люди участвовали лично, потому что личное участие — это всегда другой формат, более интересно. Опять же, услышать, выразить свое мнение можно лучше, конечно, только лично. Не можем с вами не согласиться, но программа форума достаточно обширная. Давайте поговорим о ней, тем более занимает 2 дня, это 3 площадки. Расскажите о программе. На самом деле, да, программы и площадки очень обширные. Помимо уже названного слета матерей будет отдельная площадка, которая связана именно с популяризацией достойного труда, с трудовыми династиями, непосредственно с вопросами трудоустройства. Она будет проводиться целый день, 2 числа. Отдельно будут площадки, связанные именно с патриотизмом и духовным воспитанием. Она будет проводиться 3 с утра до обеда в ДК Кулаковского. Также будут площадки именно по сделано в Якутии, то есть по популяризации того местного производства, которое уже сейчас налажено, и в вопросах его развития. Также будет отдельно организована выставка-продажи. В преддверии 8 марта, мне кажется, это очень актуально. Например, в ДК Кулаковского с часу до 2 можно будет подойти и посмотреть на местное производство, и что непосредственно, если что-то заинтересует, можно будет купить. Плюс будут отдельные площадки по развитию сел и арктической зоны. Она также будет проходить 2 числа на базе общественного центра. И наша площадка по развитию некоммерческого сектора, где у нас приезжает тоже один из ключевых гостей, это Светлана Геннадьевна Маковецкая, руководитель центра «Грани». Она будет давать мастер-класс после обеда до вечера. Там также будет предзащита, предконсультация проектов, о которых я уже говорил. Это будет на Ленина-1, 12 этаж. Кто станет участниками вашего форума и как, например, наши телезрители заинтересовались, и нужно ли им пройти какую-то регистрацию, если они захотят защитить свой проект? Что нужно для этого сделать? На самом деле все довольно-таки просто. Если мы говорим про отдельные площадки, на них предусмотрена электронная регистрация. Если мы говорим в целом по пленарное заседание, то там подача списков идет через муниципальное образование, то есть надо выйти на свой муниципалитет и подать заявку для участия в пленарном заседании. Потому что
что там у каждого муниципального образования своя определенная квота существует, чтобы мы понимали, все-таки заполняемость зала ограничена, и количество желающих мы тоже должны понимать. Вот. Как я уже говорил, вся программа есть на сайте Общественной палаты. Если вы конкретно заинтересовались, например, некоммерческими организациями, то это можно напрямую сделать через наше министерство, потому что мы полностью ведем, отрабатываем по своей площадке. Много ли заявок уже поступило? На самом деле, да, мы всегда ожидаем, что площадки дискуссионные и пленарные заседания у нас проходят по полном аншлаге. У нас примерно на каждой дискуссии присутствует от 60 до 100 человек. Вот, естественно, какие-то темы вызывают больше интерес, какие-то меньше, но в целом среднее количество такое. По собственно, предзащите проектов в части именно грантовых конкурсов, которые сейчас проходят, это новшество, поэтому люди пока записываются, нам самим интересно, сколько подойдет, но так как крайний срок подачи заявок на грантовые конкурсы 15 и 20 марта, мы таким образом хотим стимулировать людей, чтобы они раньше готовили и не подавали в последний день. Вот, поэтому мы уверены, что именно 2 числа до обеда они придут на Ленина 1, на 12 этаж и поучаствуют, покажут свои идеи и, собственно, получат оценку экспертов. То есть это, получается, будет некая предзащита? Некая предзащита, повторюсь, абсолютно бесплатная. Вот, и от экспертов, которые умеют уже опыт успешного участия во всех перечисленных федеральных конкурсах. Ну, то есть это прекрасная возможность потом учесть какие-то замечания, Да. доработать и уже Да. отправить свою заявку на грант. Вы упомянули федеральных экспертов, да, спикеров, которые приглашаете. Давайте подробнее расскажем, кто еще будет спикерами. Мы очень рады, что на самом деле в этом году Гражданский форум соберет такую плеяду федеральных экспертов. К нам приедет заместитель губернатора Еврейской автономной области, к нам приедет руководитель Общественной палаты Донецкой Народной Республики. У них у всех будут свои площадки, но в частности, вот указанные мной эксперты, они будут выступать на патриотическом и духовно-нравственном воспитании. Эта площадка будет проводиться в ДК Кулаковского 3 марта с 9 утра до часу дня. И те, кто хотят их послушать, поучаствовать, обменяться с ними мнениями, могут смело подойти и, собственно, поучаствовать в живой дискуссии. На кого в целом рассчитан ваш форум и каких результатов вы ожидаете от него? Ну, естественно, по итогам каждого у нас форума выходит определенный документ, резолюция. В этом году мы также думаем уже над этим и всегда понимаем, что резолюция должна идти в ногу со временем, отражать ожидания граждан и те их заявленные требования. Сейчас мы, собственно, думаем, что помимо резолюции, возможно, будет подготовлено какое-то обращение общее делегатов форума ко всем участникам, в том числе к жителям Якутии. Это как вот такая креативная новая идея именно этого форума. Вот. А в целом всегда есть определенные проблемы и предложения по совершенствованию муниципальной власти, региональной власти, которые выходят по итогам в определенную резолюцию и направляются, соответственно, соответствующим, скажем так, органам компетентным. Вот. В этом году это все будет так же. И по итогам площадок в течение 2 недель по итогам уже форума этот итоговый документ направляется всем заинтересованным сторонам для исполнения. И, как правило, исполнение, в зависимости от того, какие идеи, насколько они масштабные, как правило, срок исполнения год ставится. Вот. Прошлый Гражданский форум был в сентябре, соответственно, сейчас мы пока мониторим его исполнение до следующего сентября. Форум проводится уже не первый год, да, и из опыта проведения данного мероприятия, что можете такое самое интересное отметить? Всегда интересно на самом деле, когда мы предлагаем, формируем площадки, о том, как они пройдут. То есть видеть обратный отклик людей и их заинтересованность, это на самом деле бесценно. В прошлом году было очень много актуальных площадок. Я сам лично, ввиду должности, успел поучаствовать на 3 площадках, успел съездить и туда, и туда. И очень понравилась площадка именно по корпоративному и экологичному потреблению ESG, которая была связана с этим термином. Там была очень живая дискуссия ввиду того, что там были представлены очень разные профессии и социальные люди с разным социальным статусом. То есть там были и экологи, и журналисты, и управленцы, и представители вузов. И все вместе у них были при этом очень биполярно противоположные точки зрения, но при этом они говорили и об одном и том же, но каждый со своим уклоном. За это была очень живая дискуссия. Я помню, мы превысили регламент на 2 часа. Да.
Не могу сказать, что другие площадки были менее интересными, но вот это мне очень сильно запомнилось, потому что, ну, сами понимаете, что когда площадка проходит скучно, обычно люди на обед уходят вовремя и в конце тоже заканчивают быстро. А тут прям просто вот живым интересом 2 часа мы превысили регламент, и на самом деле очень была такая интересная живая дискуссия. Ну, это солидный перебор, да, Да. действительно, в 2 часа. Видно, что людям было интересно обсуждать. А видно ли увеличение количества участвующих в форуме с каждым годом, например? На самом деле, да, но тут есть одна ремарка. Естественно, ковидные года и любовь к ВКС немного нанесли ущерб именно к тому, что людям трудно выдерживать такие двухдневные мероприятия. То есть, если мы фиксируем, что на первый день у нас, как правило, аншлаг, то на второй день люди уже некоторые уделяют приоритет или отсеиваются. Вот. И это вот такой минус именно вот того, что 2 года форум не проводился, был ФКС формат, а сейчас, с одной стороны, люди уже соскучились по очному формату, но и надо привыкать, что именно только в очном формате можно, во-первых, донести свою точку зрения до спикеров, экспертов, а во-вторых, услышать личную какую-то оценку, рекомендацию от них, именно направленную к вашей проблеме, к вашему вопросу. Форум будет проходить 2 дня. Программа действительно очень насыщенная с самого утра до практически позднего вечера, и площадок большое количество. Но как вы считаете, что можно так вот наименее интересное выделить, опять же, для наших телезрителей, которые сейчас нас посмотрят и скажут, вот сюда точно нужно сходить? На самом деле тут можно очень долго говорить и спорить, кому что будет интересно. Во-первых, надо понимать, откуда вы, что вам непосредственно интересно, что вам актуально. Понятное дело, что вы не сможете порваться и разорваться и посетить все площадки форума. Тут надо понимать, во-первых, с какого вы района, и если у вас есть коллеги, есть такая тактика разделения, то есть если, грубо говоря, у вас там квота 10 человек, то 2 идут туда, 2 идут туда, 2 идут еще туда. Это первая тактика. Вторая тактика, которую тоже практикуют участники форума, когда они до обеда присутствуют на одной площадке, после обеда они посещают другую площадку. Но тут я бы с ними не согласился, потому что, мне кажется, лучше полноценно отсидеть полностью на одной площадке, а то получится, что я там чуть-чуть послушаю, там послушаю, а в итоге какая-то каша получается. Вот. Но на самом деле все 5 площадок, которые у нас есть, и пленарное заседание, они точечно направлены на конечных адресатов, людей, которые, собственно, будут слушать, и я уверен, найдутся слушатели. Ну, и единственный момент, то есть вы должны, исходя из модераторов и наименования площадок, понимать, она вам интересна? Если интересно, обязательно проходите. Если у вас есть какие-то сомнения, посмотрите еще площадки другие, потому что, мне кажется, любой житель Якутии, исходя из 5 площадок, найдет ту, которая ему придется по его интересам, по его, собственно, специфике. Безусловно. Андрей Александрович, спасибо вам большое, что пришли. Желаем удачи вашему форуму. Уверена, он пройдет на высшем уровне. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.